Ну, свое выступление я хотела начать с следующего момента. Ну, во-первых, я выступаю как один из представителей команды под руководством Катерины Назаровны Рабатовой, команды, которая начала еще 2016 года работать над архивом Гаврила Васильевича Ксенофонтова. И в своем выступлении мне хотелось бы как раз поделиться впечатлениями от этого уникального архива, наметить ряд моментов, которые, так сказать, близки филологу. Ну, во-первых, архив Ксенофонтова сохранился и был доставлен в Якутск, Якутский научный центр в 60-е годы, благодаря усилиям, прежде всего, филологов, фольклористов во главе с Георгием Устиновичем Иргисовым. И об этом вспоминал и рассказывал нам Николай Васильевич Емельянов, выдающийся эпосовед, который позже поехал вместе с Иргисом, и там были еще и Георгий Митрофанович Васильев и так далее. Ну, все тогдашние ведущие научные сотрудники отдела фольклора и литературы. И вот был доставлен этот архив, поэтому, а Георгий Митрофанович Васильев чуть погодя, была найдена еще рукопись Элиады, которая была издана усилиями тех же научных сотрудников в 1977 году. И об этом тоже рассказывал Николай Васильевич Емельянов, о том, как нашлась эта рукопись и какое это было событие. И, кстати, это рукопись и идеи Гаврила Васильевича Ксенофонтова тогда оказали очень сильное влияние, прежде всего, вот на фольклористов. Ну а теперь, работая над архивом Гаврила Васильевича Ксенофонтова, в частности, я столкнулась с тем, до этого я не занималась так вплотную научной работой, потому что многие десятилетия преподавала в Якутском государственном университете. И когда пришла в институт по приглашению директората, то как раз окунулась вот в эту стихию архивной работы, потому что некоторое время заведовала рукописным фондом, в составе которого как раз был архив Ксенофонтова. Гаврил Васильевич Ксенофонтов по архивным материалам выступает таким ученым мирового уровня. Ученым настолько универсальным, эрудированным в разных областях гуманитарного знания, что просто поражаешься этому. Именно поэтому сейчас можно говорить о том, что в архивном наследии Ксенофонтова есть и фольклористическая часть, есть литературоведческая часть. Я бы сказала, и, конечно, основной костяк его архива составляет не только, казалось бы, ожидаемо этнологические материалы, но и, как это ни странно, культурологические материалы. Причем культурология в широком понимании. Речь идет действительно о том, что по материалам архива Ксенофонтова можно реконструировать вот ту широкую культурологическую концепцию степной культуры Евразии, которая проступает во всех своих разных ипостасях, и фольклористическом, и литературоведческом, и этнологическом и так далее. И поражает здесь
то, что в записях последних лет, начиная где-то с 1935 года, последних лет, Ксенофонтов нам оставил еще свои замыслы. Но есть такие некоторые папки, это смеси, папки под названием «Смесь», куда собраны, в попыхах были собраны все, разрозненные папки, содержимое разрозненных папок. Есть и у него еще и такие записи, которые, условно говоря, назвали бы замыслы. И вот здесь опять поражает не столько эрудиции ученого, а то, что поражает сами замыслы ученого. Потому что, судя по этим наброскам, Гавриил Васильевич Ксенофонтов в последние 2-3 года своей жизни вплотную подошел к разработке типологии культур, разных культур. Сейчас в современной гуманитарной науке есть такое понятие типологического подхода. Так вот, одним из тех, кто уже в 30-е годы осуществил типологический подход к культуре разных народов, Гавриил Васильевич Ксенофонтов. Конечно, эту тему надо развивать, и это, требует, понятно, исследовательских усилий и так далее, но идеи, высказанные Ксенофонтовым, они складываются в общую такую фундаментальную концепцию. Для примера я могу указать только на ряд таких моментов. Казалось бы, на первый взгляд, не относящиеся к сути, к этнологической сути концепции Ксенофонтова. Это, например, у Ксенофонтова речь идет о сравнительной типологии разных культур. Например, один тип культуры – это тип культуры, который сложился вокруг Средиземноморья, так называемый средиземноморский тип культуры. Другой тип культуры, который сложился, которого он называет степной культурой Евразии. Еще один тип культуры. Третий тип культуры, который сложился по представлениям Ксенофонтова на северо-восточной части Евразии. Это еще один тип культуры, и дальше там по северу Евразии. То есть восхищает просто масштаб такой мыслительной деятельности Ксенофонтова. И при этом он не просто выдает идеи, а он их разрабатывает. И меня, в частности, как филолога, восхищают такие моменты профессиональной разработки, в частности, его концепции. В частности, одним из первых, надо сказать, не только среди якутских исследователей, и даже сибирских исследователей, я не побоюсь этого слова, среди евразийских исследователей, Ксенофонтов высказывает, например, такую идею. Во-первых, он вводит понятие устной культуры. У многих народов, допустим, средиземноморский тип культуры, там не сразу сложился гомеровский тип эпоса, который нам знаком и который мы обозначаем как письменный тип эпоса. Да? Задолго до этого, до 8 века до нашей эры, существовал устный тип культуры. И об этом устном типе культуры и пишет Ксенофонтов. Что касается степной культуры Евразии, то здесь тоже преобладающим типом культуры является устный тип культуры. И что интересно, Ксенофонтов прорабатывает детали, чисто, сейчас мы сказали, чисто такие филологические аспекты деталей этой концепции. В частности, к ним относятся такие моменты. В устной традиции всегда действуют особые механизмы, когда передача традиции, сохранение традиции происходит через
только благодаря, ну, говорят, мнемоническому механизму, то есть памяти человека. Мнемоническая техника, то есть передача через память человека. То есть просто сохранение памяти человека. Так вот, вот в таком типе культуры, по мнению Ксенофонтова, как раз складывается особый тип, как это сказать сейчас, консервации культуры, которая консервируется не в содержательных аспектах, а именно то, что сейчас филологи называют поэтической формой. Причем понятие поэтической формы в 60-е годы было разработано, у нас и в стране, и в мировой науке было разработано применительно общеиндоевропейскому языку. Это целая традиция, а наш Ксенофонтов уже в 30-е годы подходит к понятию поэтической формы. Консервация устных механизмов традиции происходит и, так сказать, затвердевает именно в рамках вот этой поэтической формы. И если мы проанализируем, значит, разные типы поэтической формы у разных народов, то мы как раз получим, эти механизмы на самом деле, метрического плана. Например, одним из примеров такого механизма является поэтическая форма, например, Ланфо. Эпос. Стихотворная, в своей основе стихотворная форма, которая поется, не произносится, не рецитируется, не декламируется, а именно поется. Так вот, в ней заложены как раз такие вот чисто метрические механизмы передачи традиций. И вот Ксенофонтов для того, чтобы разобраться в этих разных типах культур, как раз специально садится, он учился всегда, везде. И нельзя сказать, что какой-то период у него связан с обучением и так далее. Он учился всегда по ходу и везде. Потому что об этом свидетельствует и то, что он пытался, он не то, что пытался, а он сознательно, как всегда, очень ответственно садится просто за такую науку, как стихосложение. Вот какой тип стихосложения характерен для гомеровского эпоса, какой тип стихосложения характерен для тюркского эпоса, монгольского эпоса. Это все его интересует как раз в 30-е годы. Вот все это говорит, это одна деталь, но она свидетельствует о том, что это был ученый, который никогда не останавливался. Он всегда был, так сказать, в форме, в научной форме, и перед ним всегда были открыты настолько широкие просторы, потому что мысль его всегда работала в одном направлении. Это целая такая универсальном таком направлении научного познания. И поэтому трудно сейчас говорить о Ксенофонтове как о, скажем, этнографе, только историке или только фольклористе и так далее. Он затрагивает все эти смежные области. Причем затрагивает их как ученый универсального плана, ученый, которому интересен живой механизм взаимодействия разных областей знаний. И и об этом, конечно, можно многое говорить и писать. Я еще, если позволите, на одну минуту, я еще не успела сказать о другом. Начиная вообще в 30-е годы, не только появляются такие замыслы Ксенофонтова, одним из самых крупных замыслов, идей Ксенофонтова относится к 1934-1935 году. Это проект по созданию научно-исследовательского института. И не случайно Платон Алексеевич Аюнский в качестве одного из первых научных сотрудников, старших научных сотрудников института, приглашает именно Ксенофонтова, потому что Ксенофонтов разработал не только цели, задачи
стратегию института, а он разработал научную миссию этого института и прописал ее в ряде своих публикаций 34-35 года. Спасибо, Надежда Макаровна.